По морякам же все-таки это мы условно политически говорим санкции. На самом деле по морякам была другая ситуация. Было решение Международного морского трибунала. Да. И угроза это решение суда. Да. Санкции ты в суд не конвертируешь. То есть санкции Запада, ты не можешь пойти с санкциями Запада и отсудить что-то у России в западном суде. А с решением Международного морского трибунала можешь. То есть это другие юридические основания. То есть поэтому здесь, к сожалению, это не была политическая воля Запада. Не мог Международный морской трибунал вынести иное решение. Потому что имел место пиратский захват. Я имею в виду, сумело ли бы сообщество международное выполнить решение? Там дальше санкции шли. Решение судов международное сообщество выполняет, потому что другого варианта работы у международного сообщества нет. Потому что иначе тогда какие претензии к захвату сомалийскими пиратами кораблей? Да? Тогда разваливается вся система международной торговли. То есть без этой гарантии мореходство невозможно, судоходство невозможно. Поэтому это другая вещь. Это другая вещь, которая, к сожалению, с нами не связана. Поэтому мы связали, президент Зеленский связал вопрос обмена, который был выгоден России по морякам, с вопросом еще дополнительно какой-то небольшой группы людей. Вот за эту небольшую группу, да, моряков бы отдали когда-то там, может быть, они бы и потерпели. Но благодаря тому, что вот эта ситуация с моряками возникла, удалось обменять еще 11 человек, которые ждать уже не могли. Мы видим, в каком состоянии вернулись люди после 5 лет содержания в российских тюрьмах, истязаний, моральных, физических пыток. Их действительно нужно было спасать. И очень важно, что были спасены сейчас именно те, кто сидел дольше всего. То есть это важный очень случай, когда те, кто были захвачены в заложники самыми первыми, они уже все-таки вернулись. Скажи, пожалуйста, то есть из твоих слов следует, что инициатором обмена был Путин, на самом деле, он был более выгоден, более нужен ему? Нет, я не могу так сказать. На самом деле это двусторонний процесс. Безусловно, без активности Зеленского такой формат был бы невозможен. То есть, с одной стороны, Путин был готов идти на компромисс, но если бы Зеленский не вышел на него и не сказал бы, что мне нужны еще 11, да, то этого бы не произошло. Это минимальный формат. Мы видим в этом, что, безусловно, этот обмен шел под диктовку Путина. Это Путин определил, сколько людей он изволит отдать. И мы видим сейчас по всей истории обменов, что для Путина это вообще абсолютно фигура речи. Для него эти люди вообще не важны. Это просто цифры. Люди, которых он получил из Украины. Они абсолютно не важны. Смотрите, был обмен, вариант обмена в 2018 году. То же самое предлагал, когда Порошенко многократно. Был обмен, формула обмена 225 на 600 с чем-то мы отдавали. Хотели забрать 225 людей. Путин от этого отказался, хотя тоже многократно давал гарантии нормандской группе, что он это сделает, что обмен всех на всех зайдет. Потом они дали второй вариант, еще более усеченный. 92 на определенное число людей, которые мы должны были выдать. Они хотели забрать 92 и были готовы определенное число людей отдать. Либо такое же, либо меньше, но требовали 92 своих. То есть вначале требовали 225, потом сказали, нет, часть ваших заложников нас не интересует, часть наших пленных нас не интересует. Сказали, верните нам 92. А сейчас мы видим, Путину эти 92 тоже им наплевать. Он говорит, окей, 35, чтобы вам много не отдавать ваших, мне достаточно вернуть моих 35. Все, его ничего не волнует. Чистая игра. То есть, если бы Путин был нацелен на действительно то, чтобы вернуть россиян, вернуть тех предателей украинцев, которые перешли на сторону России, он бы вернулся к изначальному варианту 225 на 600. Нет, 225, говорит, не надо, пусть еще сидят, мне не жалко их. 92, нет, тоже пусть сидят. Давайте нам 35 достаточно. Мы заберем нескольких своих военных, заберем там еще каких-то террористов, окей, остальные пусть еще сидят, нам еще нужно с вами торговаться.